Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Среднеспециальное образование вновь в тренде. Теперь выпускники школы и их родители не боятся идти в колледжи и техникумы. Уровень материально-технической оснащенности и качество образования сильно выросли. Это позволяет быть конкурентоспособными на рынке труда и находить работу. По специальности трудоустраиваются более 60% выпускников. Наш гость в студии Леонид Шибаев, директор Жатайского техникума. Леонид Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы возглавляете старейшее учебное заведение в республике, Жатайский техникум, история которого начинается 29 октября 1955 года. Тогда на базе судостроительного, судоремонтного завода было создано ремесленное училище. Да? С того времени прошло почти 70 лет. Вот, куда сегодня устраиваются ваши выпускники и насколько они востребованы у работодателей? Ну, насчет старейшего учебного заведения в Якутии есть и более возрастные, за 100 лет которым учреждениям. Но, тем не менее, действительно, фактически этот Жатайский техникум, он фактически вместе с поселком Жатай, вместе с судостроительным заводом, являются вот таким вот корневым, наверное, учреждением в поселке Жатай. Что важно отметить, что, конечно, тогда это создавалось полностью под цели судостроительного, судоремонтного завода. Вот позже он уже стал судостроительный, сейчас опять судоремонтный. И основная, это, конечно, была позиция, заключалась в том, чтобы готовить специалистов для водного транспорта. Где-то порядка 30 лет назад в учреждении стали готовить также и специалистов по медицинским специальностям, в частности, по сестринскому делу. И, в принципе, вот уже наработана достаточно такая серьезная база, и очень востребована у нас буквально на одно бюджетное место может быть до 17 человек по сестринскому делу, в частности. Вот, что, конечно, не сказать о некоторых других специальных, потому что рабочие профессии не так популярны. Вот, но, тем не менее, порядка в техникуме у нас обучается более 900 обучающихся. И мы такую несем достаточно высокую социальную нагрузку, потому что, значит, у нас обучается ежегодно более 100 сирот, порядка где-то около тоже 90-80 человек, это бывает числа малообеспеченных. И также у нас еще мы являемся базовым образовательным учреждением по инклюзии. У нас еще мы обучаем инвалидов, у нас порядка 46 человек инвалидов в год обучается. В том числе вот по специальности медицинский массаж, это лица, которые со зрением. Или отсутствуют, или частично имеют, значит, эти сложности. А также есть по другим нозологиям инвалидов, которые получаются по нашим специальностям. Также в основе остаются специальности водного транспорта, то есть судостроение, судовождение, судоремонт, специальности по электротехнике. У нас также готовятся и повара-кондитеры. И вот последние годы, благодаря, значит, участию в проекте, национальном проекте образования, у нас сформированы вот новые мастерские, под которые открыты новые специальности. В частности, это мехатроника и робототехника. Очень серьезное оборудование поставлено, успели до санкций. Значит, это также релейная защита и автоматика. Это вот судостроение. Это вот такие 4 новых мастерских, очень качественные, хорошо оборудованные. Ну и еще до этого у нас была мастерская по сварочному делу, тоже очень хорошая и качественная. На этих площадках проводятся у нас, значит, вот чемпионаты, республиканские этапы. И приезжают со всей республики к нам, соответственно, люди для того, чтобы на этих площадках работать. И, в принципе, сами студенты у нас представлены в общей сложности с 27 районов и улусов республики обучаются. Это, то есть, жатайских у нас не так уж много. Ну, действительно, очень много специальностей, да, работаете практически во всей Якутии. Вот президент России Владимир Путин в рамках реализации программы развития дальневосточных городов поручил принять меры по завершению первого этапа модернизации Жатайской судоверфи. Вот как это скажется на развитии Жатайского техникума, учитывая, что техникум готовит кадры как раз-таки вот для речной отрасли флота республики? Вот вообще очень замечательно, что Владимир Владимирович, значит, вот таким вниманием отделил и поселок Жатай, потому что где Кремль и где у нас Жатай, но тем не менее все-таки остается в зоне его, значит, вот, внимания. И те поручения, которые Владимир Владимирович дал, они, конечно, очень сильно нас всех радуют. Все-таки дело в чем, что Жатайская верфь, она ведь
планировался запуск ее первоначально так к 2023 году. И мы выпустили уже специалистов, судостроителей, в 2023 году в этом. Хорошо, что эти ребята обладают достаточно хорошими, широкими компетенциями по там, ряду моментов работы с металлом, что они все трудоустроены. То есть они не остались все без дела, они все хорошо трудоустроены. И вот теперь то, что надежда, что в 2024 году все-таки верфь уже окончательно станет работать полноценно, это нас очень радует, потому что верфь является нашим заказчиком. Она же планируется как высокотехнологичная. Именно вот эта робототехника, мехатроника – это те процессы, которые должны будут проходить непосредственно на предприятии, а студенты, соответственно, должны их будут освоить у нас. Поэтому мы пребываем в таком очень хорошем по этому поводу расположении. Очень рады, что такое поручение возникло. На самом деле верфь, она ведь уже, здание сооружения, они готовы. И вот именно сейчас идет тот этап, когда оно должно быть наполнено уже технологиями непосредственно оборудованием. И, конечно, тогда и обучение у нас станет. Вот мы, наш государственный заказчик второй – это ЛОРП. Наши же ребята вот в мае месяце уходят в навигацию и только в ноябре возвращаются. У них нет каникул, они все это время работают. То есть они по качеству подготовки специалиста, это очень, для качества это очень хорошо. И такое же, конечно, хотелось бы, чтобы из верфи возникло. Чтобы, да, чтобы именно уже на производство пришел человек, который там уже проводил не одну практику и отработал не одно лето, и туда уже пришел как реальный конкретный специалист. В этом направлении и двигаемся. Ну, наверняка студентов и будут привлекать на практику, и непосредственно в судоверфь, где уже ребята смогут ознакомиться с своей будущей работой. Это и сейчас так построено. Да. То есть это и сейчас так происходит. Уже так и работает же. Да, это именно та система, по которой мы сейчас двигаемся. Просто сейчас на самой верфи отсутствует пока еще именно вот сам производственный процесс. Ну, вот вы сказали о том, что у вас учатся около 900 студентов, да, практически со всей Якутии, перечислили некоторые специальности. Вот какие специальности наиболее востребованы студентов? Ну, конечно, вот эти наши новые специальности, которые робототехника, мехатроника, на нее очень большой интерес у ребят. Да? Ну, сварщики всегда тоже достаточно хороший интерес. Вот с электроспециальности мы сейчас ввели новую специальность, значит, мастер контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. Она вот только у нас появилась, очень востребована на рынке труда специальность. Значит, электротехники тоже ну, трудоустраиваются достаточно хорошо все. Вот в республике по этому году еще данных нет, а по прошлому году данные по трудоустройству у нас вот есть 5 заведений, что называется топ-5, да? С высоким процентом трудоустройства. Если, вот, допустим, Российская Федерация ставит задачи, чтобы 62-63% выпускников были трудоустроены, потому что часть же идет на высшее образование, часть ребят истекает отсрочка, они идут в вооруженные силы служить. Вот, в нашем случае это 67%, и мы входим в этот топ-5 по республике. Там основные это все-таки медицинские вузы, СУЗы. Вот. И тем не менее, вот Жиатайский техникум тоже входит в эти. У нас 67% ребят трудоустраиваются. Где-то вот процентов там, по-моему, 17 получается, что идут в армию. Ну и остальные идут в высшее учебное заведение или там у кого декреты и так далее. В общем, такие другие дела. Но, тем не менее, на круг 100% получается, в принципе, занят. Из тех еще специальностей можно было бы, наверное, отметить, вот, пока, вот, к сожалению, не пользуются тем необходимым спросом вот судостроения. Потому что ну, пока еще не устроено. Пока нет верфи. Пока еще нет верфи, да, и мы прям с нетерпением ждем, что она станет очень востребованной, что мы на нее будем иметь конкурс. Вот очень хотелось бы до этого момента дождаться. Да. Вот мы поговорили о студентах, о специальностях, давайте поговорим о педагогическом коллективе. Может быть, есть семейные династии педагогов, да, технический персонал. Да, ну, все-таки, да, в связи с тем, что люди вот такой же несколько обособленный, стоит 20 километров, да, поселок в стороне, поэтому там, конечно, сформировались достаточно серьезные такие традиции, и, наверное, они вот служат определенным серьезным таким фундаментом по передаче опыта. Вот у нас одна коллега 40 лет работает, у нас вот наш заведующая учебной частью, завуч, она 18-летней девушкой пришла, Оксана Викторовна, и 32 года она уже вот работает. Также у нас вот порядка 9 человек, те, кто 25 лет уже проработал, то есть это для них, ну, дом родной, по-другому же никак не скажешь. Но и тем не менее молодежь тоже присутствует, и
У нас вот порядка, значит, около 20% получается молодые преподаватели, которым до 35 лет. Все-таки есть сложности того, что сам поселок Жатай, допустим, все-таки ограниченное количество проживающих. И преподаватели у нас передвигаются с города. Многие. У нас и студенты многие с города ездят. И это, конечно, вот этот дальний путь, который зимой особенно не бывает определенно утомительным, там, когда 50 градусов, да, у нас накладывает некоторую сложность по работе по кадрам, но тем не менее дефицита у нас нету. Педсостав полностью, высшая категория, первая категория, все квалифицированные очень педагоги. И говорю, что вот благодаря вот определенной такой преемственности, наверное, поддерживается такой вот определенный дух. Наверное, может быть, немножко мы стараемся сохранить больше того, что было в советское время, благодаря вот этим педагогам, которые у нас с очень огромным, большим стажем работы и в учреждении, и в педагогике. Ну и также, конечно, технический персонал. Технический персонал — это в основном, конечно, жители поселка Жатай, которых все это на глазах и строилось, и происходило, и жило. Поэтому они все являются частью такого организма, как Жатайский техникум. А есть ли педагоги, может быть, кто закончил техникум и остался работать, Конечно. продолжает преподавать уже? Особенно вот по техническим специальностям у нас ребята, которые мастера производственного обучения, да, они либо заканчивали наше учреждение, либо какие-то другие учреждения, потом проходили дополнительную подготовку по педагогическим специальностям. Ну и постоянно происходит повышение квалификации. Наши мастера выезжают в российские регионы, там проходят соответствующую подготовку, переподготовку вот по новым специальностям, прошли обучение. Поэтому в части того, как обеспечивать образовательный процесс с ребятами и практику проведения, они очень хорошо подготовлены. Да. А вообще хватает ли педагогов? Где набираете Педагогов не преподавателей? хватает всегда. На августовском совещании Айсен Сергеевич озвучивал те цифры, какая у нас достаточно серьезная нехватка вообще в принципе педагогических кадров, и очень большое внимание уделяется подготовке именно вот в системе среднего профессионального образования педагогических кадров. И этот дефицит, он очень серьезно присутствует. Даже уже вот приняты такие меры, что, значит, выездные подъемные, 3 оклада, да, там, проезд преподавателям, которые вот молодые будут приезжать, или, может, не обязательно молодые, просто он, может, не работал, имеет диплом, но ранее не работал, он может вот в эту программу войти, приехать, обучать там, значит, куда-то на место, у него будет и проезд и так далее. Эти вопросы будут решаться. Ну и все-таки вот молодым людям, педагогам, наверное, конечно, всегда бывает сложно, и там необходима и важна поддержка педагогического коллектива, так скажем, старших там преподавателей и товарищей, с тем, чтобы войти в этот ритм. Ну и, наверное, надо, как говорится, чего уж греха таить, ведь наш контингент — это ребята такие, ну, как сказать-то, ну, не самые блестящие, они немножко могут быть и дисциплина может где-то подхрамывать, но, тем не менее, вот где-то 2-3 курс, в принципе, все выстраивается уже в такую нормальную, стабильную систему, нормальное понимание, и возникают уже, в общем-то, такие достаточно стабильные взаимоотношения педагогического состава и детей. Ну, если говорить о ближайшем будущем, да, может быть, не принято озвучить какие-то планы, может быть, что-то раскроете, что планируете в ближайшее время? Ну, конечно, больше всего мы ориентированы на Жатайскую судоверфь. Все-таки это новое предприятие, которое станет флагманом экономики, очень большие планы там на строительство новых судов. И естественно, что там возникнет уже вот уточнение, какие, может быть, более узкие специалисты понадобятся. Это во-первых. И, конечно, тогда нужно будет эти позиции закрывать. В любом случае, конечно, Жатайский техникум не может закрыть, значит, потребности такого крупного предприятия. Там 600 человек примерно будет только, по-моему, работать вот среднего персонала. И они же, у них спектр-то будет широкий. Вот, и, соответственно, конечно, мы там сколько, мы даже будем выпускать по 25 или по 50 человек в год, это не решит этих проблем. То есть все равно в любом случае этих специалистов придется здесь им готовить, переподготавливать, привозить, делать программы переподготовки. И мы хотели бы в этом процессе активнейшим образом участвовать. Так же, как вот мы с ЛОРПом работаем, мы стараемся тоже вот в рамках их задач, в рамках их вот, значит, вопросов по кадровой политике работать. Вот сейчас мы, например, как наши ребята бы не огорчались, но именно по желанию ЛОРПа у нас судоводитель готовится аж 4 года.
после 9 класса. Это очень серьезный срок. Это пугает родителей, пугает ребят, что срок очень большой. Но именно только за этот период можно подготовить вот качественного специалиста-судоводителя, чтобы обеспечивать потребности ЛОРПа. А у ЛОРПа тоже большие потребности. Порядка 1000 человек приезжают ежегодно со всей страны, чтобы обеспечивать работу ЛОРПа. И тоже даже и мы, и Институт водного транспорта, и его система, что у него есть СПО, мы не сможем обеспечить их потребности. То есть это не только у педагогов потребности, производственников, они тоже велики. Поэтому, конечно, наши все планы, они построены именно под то, чтобы обеспечивать потребности рынка труда, в частности, конкретных наших работодателей, это ЛОРП и Житайская судовер. Ну что ж, безусловно, перспективы есть, тем более с появлением такого крупного предприятия потребность в кадрах только вырастет. Леонид Анатольевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем процветания Житайскому техникуму, ну и, конечно же, побольше вам достойных студентов. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.